Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. Российская биатлонистка Маргарита Васильева признана виновной в пропуске 3 допинг-тестов и пропустит чемпионат мира по биатлону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Нарушение антидопинговых правил не позволит спортсменке выступить на чемпионате, который пройдет в шведском Эстерсунде. Независимое агентство антидопингового тестирования, которое занималось рассмотрением дела, не приняло объяснений спортсменки. Она пыталась доказать, что случайно пропустила 3-й допинг-тест за последние 12 месяцев. Васильева может обжаловать решение агентства, подав апелляцию до 14 марта. Только после повторного рассмотрения дело будет передано в Международный союз биатлонистов. Он, в свою очередь, может дисквалифицировать спортсменку на срок от года до 2 лет. Напомню, что в воскресенье был объявлен состав сборной России на чемпионат мира. В него вошла и 27-летняя Васильева. Хельсинский Йокерит обыграл московское «Динамо» со счетом 2-1 в 5-м матче серии первого раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве. Шайбы в составе Йокерита забросили Эссе Йенсу и Джон Норман. У «Динамо» отличился Патрик Закрисон. В матче прервалась сухая серия голкипера «Динамо» Александра Еременко, продлившаяся 79 минут 23 секунды. Йокерит до этого не мог обыграть «Динамо» в основное время на протяжении 15 матчей в КХЛ. В последний раз до этого клуб из Хельсинки побеждал белоголубых в основное время в континенталке в сентябре 2015 года. Также Йокерит прервал серию из 7 поражений в домашних матчах с «Динамо». Следующий матч серии пройдет 7 марта в Москве. В другом матче континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» одержал победу над Сочи со счетом 3-0. Встреча прошла в Ярославле с заброшенными шайбами. Отметились Брэндон Козун, Артур Каюмов и Даниил Апальков. Шведский защитник «Локомотива» Стафан Кроваль провел 500-й матч в лиге. Команды впервые встречаются в рамках Кубка Гагарина. Клуб из Сочи в 4-й раз участвует в плей-офф и ни разу не выходил в следующий раунд турнира. Ранее сочинская команда уступила ЦСКА со счетом 0-4 в серии, Минскому «Динамо» со счета 0-4 и Хельсинскому Йокериту со счетом 1-4. «Локомотив» выходил в плей-офф 9 раз. Лучшим результатом ярославской команды является выход в финал Кубка Гагарина в сезоне 2008-2009, где она уступила казанскому «Акбарсу». Счет в серии до 4 побед стал 3-2 в пользу «Локомотива». Следующий матч серии пройдет 7 марта в Сочи. Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию стартует в хорватском Загребе. Соревнования пройдут на льду арены Дома Спортова. Сборная России, единственная из всех команд-участниц, будет представлена на турнире максимальным количеством участников. В каждой дисциплине национальная команда имеет по 3 квоты. Это стало возможным благодаря победам российских фигуристов во всех видах программ на прошлогоднем мировом первенстве, которое состоялось в Софии. Наибольший зрительский интерес традиционно вызывают соревнования у девушек, где сборная России не знает поражений с 2016 года. Главным действующим лицом турнира станет его прошлогодняя победительница, обладательница рекорда женского катания по оценке за технику 14-летняя воспитанница Этере Тутберидзе Александра Трусова. Ее основная конкурентка также занимается в группе Тутберидзе 14-летняя Анна Щербакова. В прошлом году она стала победительницей взрослого чемпионата России 2018 года. Турнир завершится 10 марта. Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проведет следующий поединок на турнире абсолютного бойцовского чемпионата Fight Nights Ottawa 4 мая в Канаде. Имя соперника россиянина будет названо в ближайшие 2 дня. Им станет представитель рейтинга 15 сильнейших в тяжелом весе. Долгая пауза возникла между выступлениями. Рад, что появилась конкретика и назначили бой. Однозначно соперником станет боец из топ-15, поэтому бой будет нелегким. Будем готовиться и показывать свой уровень, сказал Олейник. 41-летний боец подписал контракт с UFC на 8 поединков. На турнирах организации он провел 8 боев, 6 из которых выиграл. Последний поединок он провел в Москве в сентябре 2018 года, выиграв у австралийца Марка Ханта с дачей в первом раунде.
Борцы из 13 стран примут участие в мемориале Романа Дмитриева в Якутске. Соревнования стартуют уже завтра, 7 марта, и продлятся до воскресенья. Международный турнир по вольной борьбе среди юниоров пройдет в преддверии проведения Кубка мира, который начинается 16 марта, передает Реструс. В этом году, по словам организаторов, впервые за историю проведения турнира принимает участие сборная Соединенных Штатов Америки. Возглавит команду олимпийский чемпион Кевин Джексон, а в состав войдут призеры мира разных лет среди юношей и юниоров. Кроме россиян и американцев, на турнире выступят борцы из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Монголии, Польши, Ирана и Узбекистана. Это были новости спорта. Всего доброго.